Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня меня посетил чемпион, большой стрелок, хороший человек Николай Кобяков. Ребята, как вы знаете, Николай Кобяков является топовым стрелком в России. Сегодня, он, наверное, не так сильно нуждается в рекламе. На самом деле, он не совсем хотел так давать какие-то комментарии, но я просто его попросил. И он, не секрет, является чемпионом Европы, чемпионом соревнований Бородино, нескольких соревнований, по-моему, 3, да? 2. 2 соревнований. И является хорошим человеком, охотником, спортсменом. Сейчас я задам несколько вопросов. Привет, Николай. Всем привет. Николай, во-первых, с наступающим Новым годом тебя. Впереди у нас уже праздник Нового года. Расскажи, пожалуйста, про свое ружье. Крихов. Почему именно Крихов? Почему ты к нему пришел? И какие у него есть преимущества? Это мода такая пошла, что ли, на Крихов. Все чемпионы, топ-стрелки. Я заметил, что они стреляют с Крига. И тоже захотелось обновить. Я со своего, скажем так, старого ружья стрелял уже 8 лет. И обновиться. Стрелял из Беретта ДТ-11. У меня оно было довольно увесистое, 81 стволы, больше 4 килограмм весило. И Крихов был в приоритете. По сравнению с той же ДТ-11, мой Крих имеет 81 стволы. По весу то же самое получилось. Больше 4 килограмм. С легкого ружья я стрелять не умею. И не хочется. Бой такой же, как у обычного ружья. Сверхъестественного боя я не почувствовал. УСМ интересный, он другой, по-другому работает. И хорошее, классное ружье. Здорово. То есть я предлагаю сейчас показать, Николай. То есть по ощущениям, как можно сказать, что оно, это как-то ощущается, да? Вообще с настрелом приходит, да, Баланс ружья. Ага. У него баланс интересный, да. Тяжелые стволы, и он расположен, баланс. Может, на моем чисто так я настроил между рук. Тяжесть стволов не ощущается. Вашему вниманию ружье, немецкое легендарное ружье Крихов К-80, ружье Кобякова Николая, легендарного стрелка нашего, с которого он стреляет. Попросим, наверное, скинуться. Николай, как ты вообще ты скидываешься, допустим? То есть у тебя как ты мне говорил до этого, то есть у тебя сразу, да, идут? Да, у меня касание. Касание идет 2 точки, кладка. Как и у всех получается. В морду и в плечо. Все, у меня замок. То есть одновременно, да? Именно в плечо и... Да, одновременно. Это, наверное, с опытом ко всем придет, наверное. Нету такого положить лицо, голову на приклад или наоборот по морде стукать. Такого нет. Именно так. Раньше, да? может, было, я не помню, честно. Скажи мне, ты можешь продемонстрировать стрелкам, как твой глаз сидит высоко? Насколько это храбро? У меня, относительно большинства довольно открытая планка. Друзья, посмотрите. Допустим, сейчас я наведу. Я сам скорректируюсь, конечно. Да, чуть-чуть повыше. Посмотрите, друзья, как откалиброваны глаза у чемпиона. Посмотрите. Руки немножко у меня дрожат.
Вот, чтобы у меня не было. Вот, насколько они высоко стоят вот у чемпионов глаза. Вот. Николай, спасибо. Расскажи, пожалуйста, как вообще вот это ружье, ну, оно насколько можно является стабильным, как оно ломается, не ломается? Были ли какие-нибудь Слушай, моменты? ну, как и любое ружье, требует ухода. Ну, такого сверхкардинального какого-то ухода. Ну, чистка и все. М, У меня есть, все, наверное, знают, в стрелке России старший брат Сергей. У него золотые руки, так что у меня мастер всегда под рукой. И ну, я и не парюсь. Ну да, Но Сергей. механизм довольно сложный, да, его не просто как бы разобрать его, собрать, что-то поменять. Это ну, требует, конечно, знаний. Это не операция и не ДТ, на котором можно там от самого все поменять. Круто. Скажи мне, пожалуйста, может быть такой некомфортный вопрос, Николай, что тебе вообще дает стрельба в жизни? Как вот ты занимаешься профессионально стендовой стрельбой? То есть, Ну, ну, я понимаю, что он дает там ощущение там счастья, там, вообще оно в жизни как помогает тебе ну, в где-нибудь там? какой-то мере, как по-моему, это увлечение, просто увлечение, хобби, которое, ну, переросло, не знаю, там, в спорт. Все равно соревновательный какой-то азарт есть. Те же нормативы старались выполнить. Угу. Потом чуть, ну, выполнили КМС, мастера. Чуть получше стало получаться, ну, призовое место, скажем так. Для этого тренируешься, стараешься, работаешь, чтобы было на что стрелять. Ну, и как бы так. В жизни, просто вот насколько я тебя знаю, ты стрелок уже с большим стажем, со статусом чемпион Европы, чемпион всех больших крупных соревнований. Очень простой человек, с тобой легко общаться. И как вот стрелок, ты ну, всегда спокойный такой. Ну, от характера человека же тоже очень много зависит, как он Ага. вспыльчивый, там, чрезмерно спокойный. Тоже как бы, не знаю, может по складу характера тоже как-то все сошлось. М, Повезло, с одной стороны тоже повезло то, что такое ружье мне попало. Попало бы какая-то Блейзера, например, который 3700 весит, с которого я бы мучился. Ну, не в обиду будет сказано обладателем Блейзера того же, просто вот, ну, с легкого ружья я не могу и не умею стрелять совершенно. Оно неуправляемое. То есть для тебя именно подходит именно ружье, которое весит, да, много? Да, да. Именно Как оптимально. минимум 4 килограмма. Ага. Ну, Скажи, это мое субъективное мнение. ну это да, это очень важно. Скажи, пожалуйста, как вот в основном у тебя техника стрельбы? То есть Техника стрельбы. складывается. Вот, может быть, такой вопрос тоже некорректный, как для твоего уровня сейчас, но... Ну, от мишени. Ее, не знаю, называют классической стрельбой. От мишени. Как бы увязаться с мишенью половой. Пройти свою мишень, пройти с ней, отойти и выстрелить. Сейчас очень является большим удовольствием, когда ты наблюдаешь за тебя, смотришь, как ты стреляешь. Стреляешь очень мягко, стволы у тебя не подкидываются, мишени у тебя просто дымят. И ты это делаешь, как-то у тебя есть какие-то внутренние там духовные какие-то настрои, что-то такое, как ты вообще настраиваешься? Не, ну настрой, конечно, важен. Не только в стрельбе, в любом виде спорта. Без настроя, без подготовки, без уверенности. Ну, применительно к нам, стрелкам, к выстреле. Должна быть как бы уверенность. Ну, у каждого свои ритуалы, скажем так, в кавычках. Кто как готовится, кто как изготавливает. Что кому-то одно надо, кому-то другое для правильного выстрела. Ну, единственное, это смотреть на мишень. Только видеть мишень. Все. Здорово. То есть это будет твоим самым главным напутствием, да, для начинающих стрелков. Что вот ты пожелаешь, вот, допустим, вот, смотреть на мишень, еще вот, как Нет, бы, это, наверное... это уже такое. Ну, для начинающих стрелков я бы посоветовал брать уроки у тренеров, у хороших.
Потому что с ними попроще, ну, не только как бы с тренерами, там, с хорошими стрелками, которые что-то знают в стрельбе, понимают ее. Так вот. Самим очень сложно будет развиваться, знания какие-то получать лучше у знающих людей. То есть те, которые могут показать, вы пострелять? Да, который может показать, который может объяснить, почему это делается так и почему это правильно. То есть продемонстрировать, да, сразу свое умение, да? Двумя словами, чтобы это было понятно. Ну вот, друзья, мы, наверное, будем завершать такое краткое интервью. И, наверное, пожелаем всего самого наилучшего такому хорошему человеку, Кобякову Николаю. Пожелаем ему всего самого наилучшего. Пусть он станет чемпионом Европы. Всегда он помогает ребятам, всегда советует. И просто хороший человек. Всего доброго, Всем Николай. спасибо, с наступающим. До скорой встречи.